Сентябрь 1941 года. На американскую военную базу Пёрл-Харбор летят бомбы. Нападение организовывает Япония. Примерно в это самое время в Балтимор приезжает молодая пара, начинающая пошив меховых изделий. Они прекрасно говорят на английском, хорошо ведут дела и ладят с местными. Никто не знал, что оба советские шпионы. Вот такого у нас высокого уровня, как говорится, разведчиков не было. Все-таки это нелегальная разведка, это же совсем другое. Два этих нелегальных разведчика были Исхак Ахмеров и его супруга Хелен Лоури. Они познакомились в Америке. В долгие годы Исхак Ахмеров возглавлял здесь нелегальную советскую резидентуру. Только за военные годы их семья переправила в Москву почти 3000 фотопленок с материалами государственной важности. Он достал из американских источников, институтов схему атомной водородной бомбы. Но мало кто тогда знал, что родом агент Юнг, или Билл Грейни, как его называли там, из татарской семьи на Южном Урале. Он родился в 1901 году в городке Троицк. Затем младенцем его перевезли в Татарстан. В 12 лет его привозят в Казань. Из подмастерья он вырастает до депутата Горсовета. То есть вот в Казани уже в это время он участвует во всех, можно сказать, крупных вот таких событиях. Выставку в честь Исхака Ахмерова в Казани впервые представили 2 года назад. Главный хранитель фонда Индуся Мингазова скрупулезно собирала вещи годами. Помогли родственники разведчиков. Именно они и рассказали. Исхак Ахмеров всю жизнь гордился своим происхождением. Маргарита, например, мне так рассказывала, что значит, отец их записал в паспорте татарами. Да. Вот в этом доме он работал последние годы своей жизни в Казани, с 20 по 21 годы. Тогда здесь находился наркомат просвещения. Об этом гласит и памятная табличка. В Казани гордились и гордятся своим легендарным земляком. Например, в одном из новых жилых комплексов есть улица его имени. Правда, не все знают, кем он был. Ну, наверное, защиту Родины. Раз уж его в честь назвали эту улицу. Слышал только о том, что он участвовал, по-моему, в Великой Отечественной войне. Великий агент, который спасал страну в самые суровые годы, но имя его широко стало известно только в новом тысячелетии. Великий мистер Инкогнито, секретный агент, который так и не был раскрыт. Рамиль Шайдуллин, Шад Мухаметов, ТНВ, Казань.